Шевченко Игорь Сергеевич. От имени Федерации просьба от тебя лично поздравляю всех жителей нашей республики и гостей нашей республики с этим прекрасным праздником. Сегодня очень прекрасный солнечный день. У нас с учетом районных коэффициентов надбавок МРОТ у нас в республике достигнет 27 907 рублей, а на северах это будет составлять 31 256 рублей. Поэтому предстоит большая работа по реализации данного закона, но мы уже говорим, что необходимо уже провести дифференциацию, повышение оплаты труда по тем бюджетным работникам, у которых не было повышения, не охвачено майскими указами. Ну и, конечно, соответственно, сейчас ФНПР готовит проект законов в Государственную Думу, чтобы у нас переработать тарифной ставки, оклад был приравнен к минимальному размеру оплаты труда. И это достаточно серьезная работа, которая требует вливания, но это главное, что целостный подход к повышению доходов наших граждан. Это для нас задача. Ну и, конечно же, вот буквально на днях мы отметим столетие создания трудовых инспекций, то есть, да, трудовых инспекций. 18 мая 2018 года был издан декрет Совнаркома о создании трудовых инспекций. И вот в настоящее время в стране одним из лучших законов об охране труда, об улучшении труда. И я сегодня выражаю благодарность всем нашим общественным работникам, потому что все это на общественных началах, это уполномоченные по охране труда, которые трудятся. Их у нас более 2000, ежегодно более 10 тысяч нарушений ими выявляется. И, конечно же, хорошо, что отрадно, что работодатели устраняют эти нарушения. И, конечно же, вот благодаря их результатам работы у нас снижаются несчастные случаи на производстве. Я сегодня также хочу высказать мнение о том, что в связи с принятием поддержки, да, года занятости у нас в республике мы ожидаем коренным образом улучшения подготовки профессиональных кадров, создания рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест. Поэтому всех поздравляю с этим прекрасными праздниками, пожелаю, главное, ветеранам крепкого здоровья, а всем нам хорошо трудиться во имя блага расцветания нашей республики, нашей страны. Наша республика уверенно движется вперед, вносит достойный вклад в экономику и социальную сферу страны. Наибудие служба эксплуатационно-технического обеспечения, в обязанности которого входит обеспечение реализации полномочий органов государственной власти республики в сфере хозяйственного и материально-технического социально-бытового обеспечения. Директор Сивцев